12 сентября в Сухуми жители нового района, старого поселка, а также районов Колоса и верхней части Виема и Турбазы остались без подачи питьевой воды. Что касается центральной части Сухума, то на верхние этажи высотных домов вода поступала слабо. Как сообщают специалисты водоканала, причиной этому послужило плохое поступление подрусловых вод в насосные станции на реке Гумистан, которая обеспечивает водой весь город. Соответственно, в резервуар поступает меньше воды, а там так сделано, что количество поступающей воды в резервуар должно соответствовать количеству перекачиваемой воды в город. И вот когда вот это соответствие нарушается, вот происходит нехватка воды. Вчера авария была на новом районе, там возле дома Чалмаз-2 лопнула пластиковая труба. Мы ее ремонтировали. Но заодно мы использовали это и произвели ревизию насосов, которые качают воду. По словам специалистов, как правило, частые перебои в подаче питьевой воды в Сухуми приходятся именно на август и сентябрь. И чтобы устранить проблему с водоснабжением, водоканал вынужден перекачивать воду с одного резервуара в другой. Эта проблема, конечно, полностью пока не устранена. На днях будем перебрасывать русло реки Гумисты на левый берег. Вот. Ну, водоканал приносит свои, конечно, извинения за неудобства. Стараемся отрегулировать поток воды в город таким образом, чтобы части города не страдали. То, что мы регулируем, ее просто мало. Из-за этого происходят такие перебои с этой водой. А сегодня жители района Турбазы вновь остались без подачи питьевой воды. Это связано с тем, что водоканал проводил работы по очистке перекачивающей канализационной насосной станции в районе Красного моста. Все стоки вот с Турбазы, с Комсомольска, Очаленко, Чанба, Айтар, Кадорская, Синоп, вот эти стоки приходят в эту перекачивающую насосную канализационную станцию. Здесь установлены два насоса, которые забились грязью, мусором. И сейчас подняли один насос, будут прозванивать, может быть, он даже и сгорел. Здесь система такая, два насоса работают, один резерв, один рабочий, попеременно не работают. И только когда в часы пика, когда уровень большой поднимается, компьютер запускает оба насоса. Работы по очистке перекачивающей канализационной насосной станции были завершены в течение дня, и подача питьевой воды в районе Турбазы была восстановлена. Аля Катрапш, Минала Гухава, Абхазское телевидение.